Туристы из Южной Кореи, Ямайки, Голландии, Китая, а также из центральных районов Якутии приехали в Аймикон, чтобы встретить Новый год. Как прошел праздник на полюсе холода, узнавали наши корреспонденты. Суровый край Аймикон встретил гостей сильным морозом. До наступления нового 2019 года температура воздуха опускалась до минус 57 градусов. Мы в Аймиконе на полюсе холода будем встречать Новый год. Температура с утра 60 градусов. Встреча Нового года в Аймиконе для гостей издалека останется незабываемой. Многие туристы наравне с местными жителями участвовали в концертных программах. В Аймиконе и на участке берег Урюда прошли новогодние представления. Во время волшебного праздника гости вручили подарки многодетным семьям. Благотворительную акцию на полюсе холода организовал Михаил Местников, директор туристической компании «Нордстрим». Специальная новогодняя программа для туристов не была продумана, так что туристы приехали, пообщались и встретили Новый год вместе с нашими жителями. Во время бала маскарада поздравляли на разных языках, даже успели станцевать, привезли с собой подарки. Экстравагантно встретили Новый год китайцы. Отчаянные гости искупались в незамерзающем источнике, одном из притоков реки Индигирка. Впечатления ошеломляющие. Чувства уже нету, просто слишком холодно. Они все потеряли свои чувства. Среди гостей была Кристин Болт, сестра Усейн Сент-Лео-Болт, известного ямайского спортсмена, 8-кратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике. Девушка поражена аймиконскими холодами и впечатлена гостеприимством местных жителей, талантом их прекрасных детей. Поздравляем вас всех с Новым годом! Мы только что его встретили на час раньше, чем вы. Счастья, здоровья, удачи и чтобы все желания исполнились. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, Ульяна Захарова, Михаил Местников, Аймиконский район.